Андрей Сахаров – человек эпохи. В Сыктывкаре открылась передвижная выставка, приуроченная к столетнему юбилею великого физико-теоретика. Его авторы, сотрудники архива Сахарова, собрали исторические документы, которые показывают, каким был ученый в разные годы жизни. Как выяснилось, академик Сахаров был знаком и тесно сотрудничал с общественными деятелями Коми-края. С кем именно и по каким поводам, знает Татьяна Супряткина. Физик-теоретик, создатель первой советской водородной бомбы, лауреат Нобелевской премии. В 32 года уже доктор физико-математических наук. Самый молодой действительный член Академии наук. Стал им, минуя ступень члена-корреспондента. Такой карьерный взлет не удавался еще никому. Этот безграничный талант помог остаться на плаву, когда Сахаров попал в опалу советских руководителей за открытую критику власти. Даже успел побывать в ссылке. Несколько лет прожил в Горьком. И лишь в годы перестройки вернулась его свобода слова. Сахаров начинал свою профессиональную деятельность как ученый. И он стал очень известным ученым. Его знали все в Советском Союзе, и его очень уважала советская власть. Когда Сахаров сместил свой интерес в сторону общественной деятельности, ему действительно помог тот вес и авторитет, который у него был за его научные заслуги. И можно отчасти сказать, что, с одной стороны, вот этот вес и авторитет, его популярность, известность ему помогала. С другой стороны, это важный момент — личные качества Сахарова, потому что он действительно был человеком, который искренне верил в мир, прогресс и права человека. О гениальности Сахарова много рассказывал Револьт Пименов. Известный физик, диссидент-правозащитник, отбывал ссылку в Коми за распространение самоиздатной литературы в поселке Краснозатонский. Его рассказ про то, как ученый одновременно двумя руками писал на доске математические формулы, был легендой среди студенческой молодежи. Сам Пименов в 1989 году баллотировался в народные депутаты СССР от сыктывкарской организации «Союз демократических инициатив». Поддержать его перед выборами в столицу Коми прилетал сам академик Сахаров. Сохранились фотографии тех дней и переписка общественников. Завтра мы на тренинге для школьников и студентов подробно расскажем о содержании выставки, о структуре баннеров и о том, как нужно вести экскурсии, какие методики при этом использовать, когда ты работаешь с передвижной выставкой. Передвижная экспозиция – это возможность напомнить, как создавалось современное государство и какие личности творили ту самую историю. После Сыктывкара выставка двинется в Йошкар-Олу. Татьяна Супряткина, Роман Боровиков, телеканал Юрган.